Что лично предпочитаете вы? Серфить, лайкать, тупить или залипать? При всем богатстве выбора не меняется главное. Со временем мы приспособились не отрывать взгляда от экранов смартфонов в любой жизненной ситуации, будь то обед в ресторане, поход на свидание или, извините, визит в туалет. Водители, строчащие смс-кой за рулем, непривычно тихие младенцы с планшетами в руках, толпы уткнувшихся в экраны зомби на улицах – этот мир уже никогда не станет прежним, по крайней мере добровольно. По данным опроса, проведенного американской общественной группой Common Sense Media, 59% родителей уверены, что их дети страдают зависимостью от мобильных устройств. Из опрошенных тинейджеров в зависимости призналась примерно половина. Где-то в глубине мы задаемся вопросом, как все это влияет на мозг наших детей, какое влияние это оказывает на их развитие. Действительно, как нам поступать, учитывая то, что наши дети начинают осваивать и понимать новые технологии в возрасте 2-4 лет? Влияние происходит, в общем-то, стандартно, уверены ученые, изучающие биологические механизмы, ответственные за аддикции. На миллионы молодых американцев интернет-зависимость оказывает такое же разрушительное воздействие, как наркомания или азартные игры. Из-за нее вылетают из школ, сбегают из дому, впадают в депрессию и теряют последние деньги. Исследования показывают, что проведение продолжительного времени перед экраном лишает человека важных социальных навыков. Мы настолько привыкли к постоянному желанию взять в руки телефон, к постоянному его использованию, что мы больше не можем находиться наедине с самими собой. А вместе с тем мы потеряли способность самоанализа, а также самодостаточность. В диагностическом реестре психических расстройств в США такое понятие, как интернет-зависимость, отсутствует. А следовательно, отсутствует и возможность получить страховку, покрывающую соответствующее лечение. Доступные американцам программы реабилитации наподобие вашингтонской Restart влетят пациентам в копеечку. 1,5 месяца лечения в таком центре обойдутся в $25 000, что сравнимо с расценками самых дорогих клиник для наркоманов.